Дети из малоимущих и многодетных семей теперь смогут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ бесплатно. В Владикавказе по инициативе депутата Госдумы Артура Таймазова открылся Центр дополнительного образования. Профессиональные педагоги будут проводить занятия по математике, русскому и английскому языкам, истории и обществознанию. Также на базе центра для всех желающих предусмотрены бесплатные курсы по изучению осетинского языка. Подробнее в нашем следующем сюжете. Вот так ученики 9 класса оттачивают технику чтения по английскому языку. Для сдачи единого госэкзамена им нужно не только правильно читать, но и следить за произношением. Правильная постановка звуков – целое искусство, которому их обучают в Центре дополнительного образования. Not so long ago in Britain, if you saw someone reading a newspaper, you could tell. Для Анастасии Мартыновой английский язык стал целью жизни. Девушка много путешествует и планирует стать переводчиком. Занимается по несколько часов в день. Открытие такого центра – дополнительная возможность практиковать язык. Я очень много путешествую и увлекаюсь людьми, то есть какие люди в разных странах, увлекаюсь их языками, культурой других людей. Я была в Чехии, в Грузии, в Германии, в Италии. Мне больше всего понравилось в Чехии, потому что там есть какая-то особенная эстетика, особая атмосфера. Открытие этого центра стало очень хорошей новостью для моей семьи. Я могу здесь заниматься, и это приносит мне большую пользу. Я могу сдать ОГЭ, ЕГЭ в дальнейшем в 11 классе и для своего общего развития, для коммуникации. Центр дополнительного образования для детей из малоимущих и многодетных семей. Здесь они могут дополнительно заниматься с педагогами во время подготовки к ОГЭ и ЕГЭ абсолютно бесплатно. Для этого есть все условия, и атмосфера здесь тоже особенная. Все здесь устроено и организовано интересно и неординарно. Даже кабинеты пронумерованы не так, как мы привыкли. У каждой аудитории название англоговорящей страны – Канада, США, Британия, Мальта и другие. 2 раза в неделю профессиональные педагоги проводят занятия не только по иностранному языку. В расписании математика, русский, история и обществознание. Сейчас в центре обучается более 60 человек, но в будущем планируют количество увеличить до 150. Занятия у нас проходят с понедельника по четверг. Понедельник и среда – это 9 классы, вторник, четверг – 10-11 классы. В 2 смены у нас идут занятия. Занятия по каждому предмету проходят 2 раза в неделю. Длительность одного занятия – час. Возможность готовиться к госэкзаменам и получать дополнительные знания по интересующим предметам у ребят появилась благодаря депутату Госдумы Артуру Таймазову. Идея создания такого центра принадлежала именно ему. Самое главное для нас – это образование. Для каждого родителя образование его ребенка – это, наверное, превыше всего. И мне будет приятно, если мы поможем нашим ребятам, нашим младшим, получить дополнительное образование и, наверное, более спокойно и более уверенно, если они будут сдавать единый государственный экзамен. Также на базе центра для всех желающих есть бесплатные курсы по изучению осетинского языка. В ходе образовательного процесса будет проводиться тестирование и мониторинг качества полученных знаний, необходимых для успешной итоговой аттестации. Марина Караева, Ибрагим Чотчиев. Новости Осетии.